Здравствуйте, спасибо большое за тренировку. Сразу видно было то, что профессионал своего дела. Расскажите, пожалуйста, вот про ваш багаж, про ваш кейс, где вы всему этому учались и на протяжении своей карьеры с какими игроками вы работали? Bueno, yo soy Marc, estoy aquí. Меня зовут Марк, я с этой зоны Испании, с Комунидада Валенсиана, работал с городами в городах Буриана, Буриоль, работал на Мальте и также за пределами Испании. Вот тут футболки игроков, некоторые игроки, мне кажется, я тоже знаю их. Вы с ними в каких периодах работы работали? Расскажите, пожалуйста, про этих игроков. Sobre todo en futbolistas profesionales. Да, Марк работает с профессиональными футболистами как во время сезона, так и когда футболисты имеют перерыв, они приходят тренироваться как экстра, да, поверх своих, для того, чтобы не терять форму, они тренируются с Марком. И он тренировал таких игроков, как Рауль Асенсио, который играет в Италии, Паул Навараке, который сейчас играет в Вильярреале. Это показывает то, что вы тренер уже мирового масштаба. Это очень круто. И мне хотелось бы узнать вот от таких тренеров, какие важные аспекты в физической части футболиста, на что вы смотрите. Допустим, вот вам пришел новый футболист, и вы можете сразу сказать, он хороший футболист будет, а он уже слабый, надо подтянуть. De primera mano cuando vienen aquí. Когда приходят игроки, конечно, с первого раза сложно сказать, потому что необходима работа, необходимо видеть тренировки, да. Но он говорит о том, что чем более профессионализм высокий, тем, конечно же, достижение цели в профессионализме, в достижении для того, чтобы стать футболистом, возрастает. Такие советы от вас, конечно же, получить для нас очень будет ценное. Скажите, пожалуйста, 3 вот важных аспекта для футболиста, чтобы стать профессиональным топовым футболистом. Прежде всего, быть профессионалом. Во всех аспектах профессионализма, да, это правильное питание, правильное восстановление, максимум тренировок. Второй аспект, как я уже сказала, это аспект ментальный, да, психологический, для того, чтобы быть готовым к большим нагрузкам, уметь позитивно относиться ко всем вещам, восстанавливаться и так далее. То есть ментальный аспект именно как профессионала, работа. Да, и третий аспект – это важность, это когда у тебя есть профессиональный тренер, да, который знает, как тебя подготовить физически для соревнований, для игр, для того, чтобы выносливость, нагрузки и так далее. То есть профессионализм тренера по физподготовке, который тебя тренирует. Интересный такой вопрос у меня возник. Бывало ли у вас случаи, такие игроки, просто таланты, они играют очень хорошо, но особо не тренируются? Такие игроки вроде бы достигают хороших результатов в футболе, да, ну, допустим, как, ну, Неймар, может быть. И у вас были такие игроки, которые хорошо играют, но тренировались не очень? Таланты просто. Mucho talento. Конечно, есть игроки, которые очень талантливые, но para mí son muy pocos jugadores que con un talento grande sean grandes figuras. Но по его мнению, очень мало игроков, которые только достигают своего профессионализма за счет таланта. Конечно, это труд. Que el talento es muy importante, pero aparte del talento hay muchos más factores importantes. Конечно, талант – это очень круто и классно, и важно, но помимо таланта есть очень много факторов, которые необходимо учитывать для достижения профессиональной карьеры. Я этот вопрос задал специально, чтобы получить вот такие вот наставные советы от таких тренеров, потому что у нас есть, да и везде, у каждой команды, мне кажется, есть такие игроки, которые знают то, что они талантливые, хорошо играют, но и этим особо не усердно работают на тренировках, на разминках, считают, что они, ну, типа, выше всех. Поэтому, друзья, видите, в любом случае, даже вы хоть 100 раз талантливее других, надо обязательно заниматься и тренироваться усердно, чтобы добиться уже больших профессиональных высот.
вот профессиональный тренер, который тренировал вот игроков, которые играют вот в Вильяреал, в Ла Лиге, вам это только что объяснил. Ну, в принципе, все. Остальное вы все показали уже на примере, своими результатами. Мне кажется, для меня это будет... Эта тренировка останется на всю жизнь, на всю жизнь. Спасибо вам большое. Мне было очень приятно с вами поговорить, пообщаться и дать такие большие советы. Да, он также вас благодарит за то, что вы пришли, и надеется увидеть вас еще в Испании и на тренировках.